По уважительным причинам на встречу с членами Общественной палаты 4 из кандидатов в президенты не смогли прийти, сообщила в начале беседы секретарь ОП Гули Кичба. В обсуждении вопросов, посвященных теме предстоящих выборов, принял участие кандидат на пост главы государства Роберт Таршба. Ахаубуси қалайд урт ахюк кандидатша сиқыз амзысконс евепши амзыской хырқыны дара там зара штартет рамта екумши. Главная тема встречи в Общественной палате вовсе не изучение программ кандидатов в президенты и не агитация за одного из них, а обсуждение того, как должна проходить избирательная кампания и то, каким образом должен строить взаимоотношения будущий президент с обществом, учитывая политические кризисы, с которыми сталкивается Абхазия последние 20 лет, подчеркнул член Общественной палаты Сократ Джинджолия. Вы знаете, все говорят о реформах, но почему-то это откладывается на завтра. А вот это завтра уже никогда не наступает. Мы бы хотели, чтобы будущий президент, ныне кандидаты в президенты, прониклись бы вот необходимостью вот этих всех преобразований настолько, чтобы они с первых дней своей работы в офисе президента взялись бы за эти преобразования. Результатом выборов должно стать единство народа и его свободное волеизъявление, добавил Сократ Джинджолия. Нам нужно, самое главное, обеспечить свободное волеизъявление населения, избирателей, без принуждения, без запугивания, без, подкупа. Это повсеместно приняло такой широкий характер, что сегодня приходится об этом говорить открыто. Мы сожалеем об этом, и мы хотим добиться того, чтобы население ушло от этого. Очень хотелось бы, чтобы все кандидаты внимательно относились к тому, что говорится их членами их команд, да? Потому что ситуация достаточно эмоциональная. Население возбуждается неосторожными и непродуманными высказываниями. И когда у каждого кандидата есть свои штабы, и там должен происходить разбор полетов после каждой встречи. Я так предполагаю, что так оно и есть. Этот разбор полетов должен проходить максимально честно и максимально принципиально по отношению к своей собственной избирательной кампании, что бы мне хотелось пожелать. Также на встрече члены Общественной палаты выразили обеспокоенность в связи с наличием графы «против всех» в избирательных бюллетенях. С учетом нашего опыта 2019 года, с учетом тех судебных разбирательств, которые имело место быть по результатам и системе подсчетов голосов по статье, по графе «против всех», что у нас в стране были очень сложности, серьезные проблемы, и поэтому это вопрос, к большому сожалению, в течение 5 лет он остался не расшифрованным до конца. Сейчас я не юрист, не буду вдаваться в подробности, но остается последнее решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии. И страна в условиях предвыборной кампании, кризиса, и мы опасаемся, чтобы этот процесс не затянулся, чтобы выборы состоялись в намеченные сроки, и в результате второго тура был определен и был завершен этот политический процесс. И присутствие графы «против всех» во втором туре нас очень беспокоит. Эта норма признана во многих странах мира, он действует в первом туре, у граждан будет возможность определиться, зафиксировать свое отношение к участникам выборного процесса, но чтобы этот принцип еще во втором туре был привилегирован, и он мог бы оказать серьезное влияние на результаты выборов. Члены Общественной палаты затронули темы сельского хозяйства, пенсий, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, проблем государственного языка и другие. Кандидат в президенты Роберт Таршба высказал свое мнение по всем этим вопросам. Есть внепрограммные вопросы,
которые я не считаю нужным, чтобы они должны были в программе, они должны быть постоянно с нами, постоянно в голове и постоянно должны решаться. Это вопросы, касающиеся семей погибших, ветеранов, инвалидов войны, о которых не нужно декларировать, а просто нужно реализовывать, делать и улучшать качество хотя бы жизни их. Я за ответственность, я за реформы. Мы создаем очень много законов, есть у нас законы. К сожалению, мы не исполняем и не идем по букве закона. Вот самое начало, это вот речь об абхазском языке, о государственном языке. В законе же все написано. Затронули члены Общественной палаты и тему энергетического кризиса, а также попросили Роберта Аршпа прокомментировать недавнее выступление экс-руководителя Черноморэнерго Аслана Басария, в котором он подверг критике деятельность контрольной палаты. Черноморэнерго Басария, вот что-то поделили. Ну, это его видение. Я, во-первых, не фамильярничал, не говорил. Речь вообще шла о самой системе Черноморэнерго. Да, какой-то период он был главой Черноморэнерго. Но все то, что им декларировалось и говорилось, это неправда. Мы имели право. Во-первых, это не наша инициатива была привлекать аудиторов контроля от иностранных. Это была инициатива парламента. Вообще вся проверка Черноморэнерго, это был план мероприятий контрольной палаты. После этого появилась комиссия в парламенте. То есть он неправильно подал информацию. Не надо этого делать. Я бы принял бы более другую информацию, если бы он сказал, что нужно делать, как надо делать. У него тоже было право обратиться в суд, оспорить этот материал в 2019 году, если ему что-то там не нравилось. Хочу сказать один факт, что на момент проверки более миллиарда рублей должников перед Черноморэнерго, не граждан, а индивидуальных предпринимателей и юридических лиц перед компанией. И у Черноморэнерго было право бесспорного списания этих ресурсов, этих денежных средств с их счетов в рамках постановление Кабинета министров. Так вот об этом он должен был говорить, почему он этим правом не пользовался. Ни одного не было. И речь идет о суммах, которые свыше 40 тысяч. Что касается майнинга, о котором он говорил, речь шла, что не было понятийного аппарата, что такое майнинг. И речь шла еще о том, что там 35 миллионов денежных ресурсов, которые они должны были заплатить. Вы, издавая нормативный документ, вы не даете понятийный аппарат. И смысла его не было, они могли бы его и не отключать. Мы дали понять, что нужно внедрить, создать понятийный, сказать, что такое майнинг. И только после этого будет запрет. Вот о чем речь шла. Видимо, не поняли, о чем мы говорили. Каждый понимает так, как ему удобно, как хочет. В одном я соглашусь. Я не энергетик. Он прав. Более часа продолжалась встреча в Общественной палате республики. Ее участники обсудили ряд других важных тем. Гугу Саварданя, Раму Камке, Абхазское телевидение.